Разницы не почувствовала, если честно, потому что не пользуюсь иностранными товарами. Одежды нету, печально. Лично мне все равно абсолютно, потому что Gloria Jeans. Есть хорошие бренды, конечно, российские. Ну да, Но это печально все равно, да. Ну то есть для меня санкции как-то не повлияли на мою жизнь. Как жила, так и живу. И гаджеты, конечно. Ну, iPhone, там, допустим, там же не продается всякие. Ну вот iPhone, ладно. Но AirPods там вот эти вот все-таки нужны. Честно, сложновато. Но ничего, в принципе, можно что-то придумать в любом случае. Здорово. То есть для вас уход брендов обернулся тем, что вы нашли новое хобби. Да. У меня уже конкретно цель. Я вот научусь. Правда, с тканью сложновато со всем этим, и выкройка не сразу получается, но это все еще наверстается. Например. Музыку. Честно, я не так сильно слушаю музыку, наверное. А сериалы смотрите? Сериал, да. Ага. Через какой сервис? Через, ну, там в интернете в любом случае находятся какие-то пиратские сайты, наверное. Ну, мое поколение как бы уже знаем, что такое Советский Союз. Раньше мы жили, как-то обходились без таких мировых брендов. Ну, нехватки особо такой нету, но чуть-чуть есть, конечно. Там хорошие, если исторические фильмы можно было посмотреть. Ну, иностранных я имею в виду. А так особо уже как бы уровень российского кино и уровень даже нашего якутского кино очень высокий. Вчера, например, я был на фильм «Бүгүн былыр». Ну, там вообще фильм очень понравился. Даже я сравнил этот фильм с голливудским. Ну, вообще-то да, потому что я сама любительница как раз-таки заказывать одежду себе, не покупать здесь. Но это отличный сейчас способ, по идее, поддержать наших, наоборот, местных дизайнеров одежды. Вот так А вот. в части кино, вот как вам В кажется? части кино в этом плане я сильно не парюсь, потому что я не особо любительница смотреть фильмы. Больше онлайн-магазины, потому что в нашем городе-то и не было крупных брендов, которые закрылись. В принципе, на меня это никак не повлияло. Я даже, может, в какой-то степени рада, что теперь будет возможность для российских товаропроизводителей производить продукцию ничуть не хуже, чем производили и зарубежные наши гости и партнеры. Еще хочу сказать то, что у нас была в это время возможность посмотреть на качество исполнения, дизайн современный и так далее. То есть благодаря тому, что они у нас присутствовали на рынке, мы увидели, каким образом это все изготавливается, и начали стремиться к чему-то такому же, да, улучшать свое качество производства и так далее. Но, с другой стороны, меня смущает возможность товаропроизводителей производить на том же уровне из-за отсутствия, допустим, расходных материалов. Все будет российское. Это плохо? Это хорошо. Проживем, как говорится, без доширака, зато лапша будет своя, хорошая. Ну хорошо же, будем сами развиваться. Но я не скажу, что я огорчена, потому что они ушли, а я огорчена тем, из-за чего они ушли.